я хочу сказать. Если президент Абхазии или любой другой чиновник имеет свой личный интерес, коммерческий, не я его назвал бизнесменом, его назвала бизнесменом Цизагумба, его явная соратница. Она сказала, что я не знаю, что я выбираю бизнесмена. Вот если президент Абхазии становится бизнесменом, Алика, когда он приезжает на переговоры, вот есть такая книга «Исповедь экономического убийцы», Джон Перкинс написал. Очень интересная книга, всем советую почитать. Вот через таких бизнесменов не один десяток стран мира разорили по всей планете. Понятно? Когда глава государства занимается своим личным бизнесом, всегда интересы государства всегда уходят в сторону. С ним легче разговаривать и продавливать те или иные интересы. Я надеюсь, что глава государства все-таки вернется к своей присяге, к Конституции, к закону о президенте, а мы в этом ему поможем. Если глава государства на все призывы общественности, молодежи, ветеранов, нас не услышит все это, но в конечном итоге, опять же, возвращаясь к тому же Аслану Гжаль, нам придется возвращаться к народным традициям. И мы призовем народ выйти на улицы. Мы это не хотим. Ситуация в мире нестабильная. Но если выбирать между маленьким злом и большим злом, мы выберем маленькое. Вот и все. Спасибо, извините.